в городе Киеве при попытке городской администрации Киева запретить аналогичную проведению акции, точно так же состоялось заседание суда, где было выявлено такое решение, что заявник, то есть горисполком Києва, заявникам не надано суду жодного доказу того, що при проведенні громадських заходів, що здійснюють зацікавленими особами, існує загроза національної безпеці, не надано жодного доказу, як то постанов правоохоронних органів судів, то що якоби свідчили про порушення громадському порядку. Стаття 362 220 ЦПК України передбачено, що рішення суду повинно ґрунтуватися лише на доказах, а тому суд ні при яких обставинах не вбачає правової можливості покласти в основу рішення припущення заявника, не підтверджене доказами в судовому засіданні. Таким чином, оцінюючи сукупності добутих в судовому засіданні докази, суд вважає, що правових підстав для встановлення обмеження щодо реалізації прав зацікавлених особ на проведення мітингів або гражданських заходів немає, тому в задоволенні заяви Київської міської державної адміністрації суд вважає необхідним відмовити. Почему в Киеве закон один, а в Крыму закон другой? Или Крым живет не по украинским законам? Или Крымский суд? Это не постановление апелляционного, это решение суда нормального. Киевского. А вы согласно с решением Симферопольского окружного административного суда, подавайте апелляцию. Но решение суда исполняется немедленно. Нет такого понятия слова. Есть такое четкое правило, что любое решение суда может быть обжаловано в 10-дневный срок по апелляционной жалобе. И только после того, как... Сейчас немедленно. Покажите, где это написано. Еще раз вам сейчас предоставим. То, что пишет суд здесь, Крымский продажный суд, является нарушением Конституции Украины. Вот решение этого вы можете обжаловать. Все, сейчас мы же в этом направлении. Мы будем его обжаловать, но В течение 10 дней мы обжалуем, а до этого мы можем делать то, что положено делать. не подтвердит правомерность, мы находимся здесь. Вы нарушаете законные требования работников милиции. Нет, это вы нарушаете наши гражданские права. Вы сейчас подождите. Чем я нарушил? Тем, что вы не выполняете решение суда. Вы сейчас скажете снимать штаны. Я не скажу, я только... Так вы говорите снимать повестку. Пожалуйста. Соглашается решение окружного административного суда Автономной Республики Крым. Когда оно было выдано? Номер 2А 4804/12/0170/12. А именно запретить общественной организации МИДИФРК организацию и проведение с 15 мая 2012 года по 15 июня 2012 года мирного собрания и голодовки по адресу площадь имени Ленина города Симферополь в поддержку принятия Украиной закона о возобновлении прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа в соответствии с уведомлением от 14 мая 2012 года. Постановление подлежит немедленному исполнению. Когда оно было принято? Объясняю. Когда ночью было принято? На это заседание суда мы не были вызваны, мы не были о нем извещены, и оно проходило без нашего Когда участия. оно было принято? Нам не дали ни пожалуйста, одной время возможности и сказать число. слово в правомерность наших требований. В этом постановлении нет ни одного обоснования о запрете акции. Просто запретить и все, потому что мы этого не хотим. Мы считаем, что здесь нет... А где кто знал о нем? ни Кто законодательного извещал? акта, Кого нет решения извещали? этого суда. Поэтому мы заявляем, что мы проводим акцию согласно уведомлению. Сталинские мы суды. не нарушаем никакого решения, потому что это решение незаконно, неправомочно, не соответствует никаким правовым нормам. Скажите, когда оно Даже было это решение принято? будет Какого уже в числа? порядке. Ночью сегодня, ночью. Ночью суд как может ночью принимать? Против нас все могут принимать. 20 лет назад. Если 30 лет назад. 18 мая ночью нас выслали, они смотрели. Возобновляются сталинские суды. Еще раз предостерегаю вас, что если вы будете проводить мероприятие, я буду вынужден вас сейчас доставить в центральный райотдел и Вы буду... мне сделаете замечание, чтобы я вас не слушал. Зачем вы перебиваете? Я Зачем вы работник меня милиции, перебиваете? я не перебиваю, я вам довожу требования Вы закона. не нужно мне доводить. Да если вы уже меня перебиваете. начали. Я приглашаю в Я у вас центральный не в раздел кабинете для сижу. составления административных материалов. Действия ваши уже незаконны. Кто вам сказал это? Вы можете вам составить такие- административный Вы так протокол говорите прямо официально. здесь, перед публикой. Мы будем составлять его в центральном райотделе. Даже в Киеве составляли прямо на месте проведения акции. Вы не акцентируйте на Киеве. А что, здесь другие Суд законы? именем Украины же Вам суд. навели Вот. закон, а вы сейчас его нарушаете. Нет, по закону, который был в Киеве, как это так получилось, что по одному и тому же закону в Киеве Вы можно это, проводить не акции, рассказывайте то, что вы не а в знаете. Крыму нельзя проводить акции. Закон один. Это же не Киев, это же Симферополь. В Крыму это по-другому делается. Хватит фашизма, конце концов. Дайте народу, чтобы Неправомочное решение суда. Мы закон не нарушаем. Вы что, Мы в конце уведомили. концов, ставите? Нигде в законодательстве не сказано, для проведения мирных акций требуется
только уведомление для того, чтобы органы охраны правопорядка приняли меры для соблюдения безопасности. Нигде не сказано, что уведомление делается для того, чтобы его можно было нарушать и запрещать. Кто вам дал право меня толкать? Я наступил, вы мне наступили. Никто не наступил, я здесь свидетель, видел вас. Вы пришли, плечом толкнули. У вас туфли почищены, ноги. Что вы своими погонами проверяете здесь, что ли? Не надо нам объяснять. Может, вы 18 мая нам запретите митинг здесь проводить, а? Да? Не 18. Это подготовка к 18 мая. Ваши законы объясняйте другим, не нам. Значит, в Киеве одни законы, у вас в Крыму другие законы. Запрещать вам в пожарном порядке ночью за несколько секунд вы не имеете права. Да, будем трактовать. Вы на своей родной земле. И закон трактуем не мы, закон трактует суд, который принимает неправомочные решения. Мы поступили в полном соответствии с законодательством. Подали уведомление. Все. Уведомление означает, что это мы не просим разрешения, а уведомляем о проведении акции. И никто не имеет права ее запретить согласно Конституции Украины, в которой мы еще живем, слава Богу. Суд своим украинским судом. Похабный суд. Почему то, что можно делать в Киеве, нельзя делать в Крыму? Разве в Крыму другие законы? Или Крым уже живет не по украинским законам? Он по своим законам... Почему вы не подняли уголовное дело против судьи, который принял свое решение в нарушение законодательства Украины? Почему вы его не привлекли к административной ответственности? Объясните, пожалуйста. Почему молчим? Почему нет ответа на прямой вопрос? Почему не привлекли к административной ответственности судью, который принял неправомочное решение, нарушающее законодательство Украины? Вы немножко путаетесь. Объясните мне, в чем я путаюсь? То, что кто имеет право привлекать кого к ответственности. То есть вы можете привлекать к ответственности только беззащитных граждан крымских татар. А судью, который заседает там за судилище, вы не имеете права привлекать к административной ответственности. И они могут принять любые решения, попирающие и Конституцию, и законодательство Украины. Я правильно вас понял? Вы немножко заблуждаетесь. Просветите меня, пожалуйста, я вас прошу. Проедем в райотдел, там просветим. Это я должен воспринять как угрозу? Нет. А как что? Если вы справедливы, тут говорите. Чего райотделом пугаете? Здесь говорите народу. Потому что точно так же другие будут спрашивать, а почему? Мозги выбить, и руки сломать, и ноги, а здесь же на виду у всех не могут они поколоть. Сколько людей убили в этих райотделах? Сказать, что было сопротивление властям. Игоря Индыла тоже пригласили в управление от милиции составить акт на него. Человек погиб после этого. И как после этого с вами ходить? Без адвоката и без 5 человек сзади. Без життя.